Здравствуйте. Добрый день. Пришли. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. 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 Здрасте. С кем-то знакомы, с кем-то не знакомы. Давайте для начала познакомимся. Расскажите, пожалуйста, вкратце о себе и кто, откуда и для чего вам нужен тибетский. Кто угодно, начинайте. Давайте я. Давайте. Меня зовут Михаил Ахманаев, я из Томска. Зачем мне нужен тибетский? Ну, я сейчас получаю наставления, пошел Ниндзюрского и так далее в чистых землях. И мне, в общем-то, интересно, ну, как минимум в практике это, я вижу, будет полезным знать, как это по-настоящему все произносится, как минимум. Ну и, в общем, мне это интересно. Я надеюсь, что мне это будет полезно. Ясно, хорошо, да. Угу. А сколько человек из чистых земель, скажите? Поднимите руки, чтобы я видела. Угу. Да, я там работала лет 7, наверное, там все учебники почти мои. Потом наши пути разошлись, не знаю, ну совсем или нет. Да, хорошо. Дальше, пожалуйста, рассказывайте про себя. Остальные. Меня зовут Игорь. Я из Москвы. Занимаюсь восточной медициной. Сейчас прохожу программу трехлетнюю традиции Бон. И для меня совершенно понятно, что звуковая кодировка, она имеет первостепенное значение. И мне захотелось изнутри по-настоящему услышать, как это звучит, а не просто вольный перевод на далекий от традиции русский язык. Ясно. Ну, русские потихоньку приближаются к традиции, слава богу. Ладно, но в целом, да, в плане произношения, конечно, далекие. Понятно. Такой запрос. То есть пока на самом деле я хочу сориентироваться. Вообще это как бы изучение тибетского языка, это вообще, так сказать, в какой обозримой перспективе, насколько это реалистично, трудоемко, как нужно вложиться, мне необходимо определиться. В плане звучания, чтения это буквально там первые 5-6 занятий. Если все учат нормально, да, то там люди и за 3-4 занятия чтение осваивали. То есть это чтение – это самый легкий процесс. Звучание в целом может быть разное, потому что есть 3 основных диалекта – камский, амдосский и лхасский. И они отличаются коренным образом. То есть письменность одинаковая, да, но они между собой отличаются настолько, что они между собой, лхасцы и амдосцы, говорят на китайском, например, потому что вообще не понимают друг друга. То есть произношение отличается, письменность одна и та же. В любом случае к этому вернемся позже. Еще кто-нибудь скажите? Меня зовут Ирина Романова, я из Перми. Я учусь 2-й год в Высшей школе тибетской медицины, и для обучения, для сдачи экзаменов мне нужен тибетский. У Римчина Тензина тоже, да, в школе? Да. Артем, Дмитрий, кто-нибудь, да. Здравствуйте, меня зовут Кирилл, я сам из Москвы, из Подмосковья, из Дубны, а сейчас живу в Элисте, в Троицком Хуруле, послушник, соответственно, непосредственно связан с адханами. Тибетский, я уже начинал изучать как раз правила чтения, может быть, сказать, изучил. Но интерес к тибетскому достаточно давно, и то есть одно дело читать транскрипцию, а другое дело пытаться садханы как-то понимать, то есть я ищу, скажем, новых смыслов именно в тибетском. И мне, в общем, Ясно. это основное занятие. Всем привет, меня зовут Светлана. Я также учусь в Саварикпе на 2-м курсе, как Ирина, у Гиши Ринчен Тензина. И для сдачи экзамена нужен тибетский. И вообще я так понимаю, что врачи не очень жалуют тех, кто не умеет читать лекарства. Это все нужно уметь переводить. И первоисточники читать я еще, конечно, не делаю таких замашек, потому что надо вообще
по-русски еще понять. Но, в принципе, я думаю, что это такой долгий процесс изучения. То есть у меня нет какой-то конкретной цели, мне просто хочется, чтобы этот язык ну, вошел в жизнь, да, как, чтобы я могла там не смотреть на эти буквы, да, и думать, боже мой, что же я это же учила, и, ну, то есть читать хотя бы, да, вот понимать похожие слова. Вот. Хорошо, да. Читать будете 100%. Ну, хорошо, да. Меня зовут Артем, я живу в Москве. Мне интересно путешествовать, то есть иногда бывает, ну, где-нибудь там в Ладакхе, в каких-нибудь деревнях, что люди не говорят на английском. И иногда приходится останавливаться в селях, и мне хочется какой-то простой тибетский, ну там «здрасте, покушать», что-нибудь такое. Но у меня есть учитель, да, мой учитель Чокья Нима из Катманду, но я не знаю, я вокруг, ну то есть интерес к учениям тоже есть, но мне хочется просто какой-то первый заплыв сделать и просто как-то сориентироваться, потому что, ну да, знаю людей, которые много заплывов делали, и кто-то говорит, кто-то отказывается. Да, люди по 3, по 4 раза приходят учить, и причем многие остаются на 3-й, на 4-й раз, поэтому это нормальный процесс, если что. Да. В общем, Ну, я пришел, насчет, перебью, извините, насчет Ладака, там другой диалект. То есть если мы учим лхасский в первую очередь, потому что, во-первых, лхасский самый простой, во-вторых, все учителя, они говорят именно на алхасском. То есть даже если учитель родом из Кама или из Амдо, говорить, когда он дает учение, ну, по крайней мере, для иностранцев, он будет именно на алхасском с акцентом своей местности. То есть не на своем диалекте конкретно, где другие слова, другие конструкции, вообще все другое. Он говорит на алхасском, но с акцентом, так скажем. Вот. А в Ладаке там другое произношение. То есть в целом, я думаю, большая часть из них лхасский будет понимать. Но если прям в семьях, если прям там совсем уж местные жители, не факт, что вас поймут, если вы будете говорить на алхасском. То есть конкретно насчет Ладака там отдельная тема. Вот, а просто Катманду, например, да, или Индия, то есть да, там все понимают. Ясно. Спасибо. Привет, меня зовут Дима, я в Киеве живу. Я практикую тоже буддизм, имею учителя в Непале. И я столкнулся с тем, что получил нендра и столкнулся со сложностью перевода. И, в общем, у меня цель получать наставления напрямую от учителя. Как бы и все. Ясно, ясно, да. Кто-нибудь еще про себя расскажите? Давайте Юля, я. у вас потрясающий цвет волос. Спасибо. Извините, хотела добавить комментарий. Сейчас, секундочку. Сейчас. Ага. Вы Меня зовут микрофон то Наталья. включаете, то выключаете. Ага, да. Да, вот все, я просто разобралась. Меня зовут Наташа, я из Таллина. По поводу того, для чего мне тибетский, я затрудняюсь ответить так подробно и красиво, как другие ответили. Я не знаю, если честно, для чего, просто интересно. Ясно. То есть Я с такой какой-то же прям... позиции начинала, я понимаю, да. Да, ничего. какой-то прям цели нет. Как вот гуляешь по берегу моря и смотришь, что море принесло. Вот море принесло тибетский. Для чего, пока не знаю. Хорошо. Вот так. Так, ну, из 14 человек не все, конечно, представились, но... Сергей хотел, мы его перебили, я его перебила. Сергей Извините. хотел. Да. Здравствуйте. Меня зовут Сергей, я вот тоже научился, вернее, учусь на вот 3-летнем, ну, вот этом бонском. Чистая земля, понятно, да. Да, чистой земли. Вот, просто тоже интересно мне, вот тоже как тибетский. Так, я не знаю, конечно, насколько меня там хватит, но попробую так. Вот, поэтому как бы, вот такие.
Ясно, хорошо. Ну, вот сейчас 13 человек, хотя записано вот в вашу группу конкретно 18, присутствует 13, то есть, если вот останется такое количество, то можно будет сделать даже 2 группы дневных, чтобы общение было бы больше, так скажем, с каждым учеником. Вот, но часто люди пропускают, часто учатся по записи, то есть на уроках обычно не так много людей, и обычно все это достаточно комфортно. Вот, если сохранится такое количество, то разобьем на 2 группы, договоримся, как кому удобнее. В целом, как обычно процесс обучения проходит? Здравствуйте, меня зовут Полина. Здрасте, Полина. Я прошу прощения, что так чуть-чуть врываюсь. Мгм. Буквально на секундочку. Просто для самой себя хочется поговорить. С приветом. Бегу домой, чтобы попасть. Вот там не видно, там Болдов позади меня находится. Мгм. Та самая ступа. Спасибо вам большое за возможность снова подключиться. Я уже пробовала это однажды, но, к сожалению, вернее, к счастью, для меня ушло в затвор в этот момент. Но это будет вторая попытка для меня. Я хотела бы изучать тибетский язык прежде всего для того, чтобы понимать, что хорошо, достаточно ловко получается у меня заучивать на память. То есть тексты, Мгм. которые я читаю регулярно, в какой-то момент откладывается автоматически у меня в уме. Было бы здорово не просто их повторять как набор звуков и определенных вибраций, но также понимать, в чем суть в Мгм. данный момент. Ну и, конечно же, да, общаться с учителями и слушать, как они шутки шутят между собой на тибетском. И хихикая тоже было бы Послушивать, достаточно ценно значит, для меня. ладно, хорошо. Да. Спасибо Мгм. большое. Вот, да, если вернуться к тому, как учимся, вначале начинаем осваивать разговорные, то есть сначала это чтение. Чтение – это самое простое. То есть чтение – это 30 букв, всего лишь 30 букв, да, это не там куча иероглифов, как в китайском. Вот, и вся письменность строится на этих 30 буквах. То есть вы выучиваете буквы, выучиваете, как они читаются в той или иной последовательности, и все, чтение у вас есть. Это самое простое. Затем основы разговорного, то есть как можем строить какие-то простые предложения. Там, это стол, я ученик, там кот, в окне дом, такого плана. Потом переходим к глаголам, то есть глаголы действия, например, я иду, да, я сижу, я что-то делаю, самые простые предложения. И потом потихоньку начинаем добавлять классические. Разница между разговорным и классическим, она достаточно сильная. Классический, считается, что это разговорный порядка 7-8 века. Затем были языковые реформы, за счет чего разговорный с тех пор изменился довольно сильно. Разница не настолько сильная, как, допустим, старославянским и современным русским, но разница есть. Амдосцы, они в своей речи используют множество слов, которые есть в текстах, которые есть в классическом. То есть до них языковая реформа не дошла, они говорят на диалекте, который приближен к классическому. Но лхасцы, и тем более те, кто живет в Индии, у них очень-очень упрощенный тибетский, в особенности у тех, кто живет в Индии. То есть у них совсем простой тибетский. В целом вот есть эти 3 диалекта: камский, лхасский, то есть центральный Тибет, и амдосский. Вот лхасский, он считается самым простым. Во многом, то есть там и произношение проще, и, например, если в амдосском соблюдаются времена глаголов, то есть прошедшее, настоящее, будущее, то в лхасском разговорном они берут какой-то один глагол и в одном времени и используют его во всех временах. То есть в плане изучения алхазский проще, потому что просто нужно учить меньше слов и меньше правил, хотя бы поэтому. Учителя, как я уже сказала, все говорят на алхазском, между собой они могут говорить на своем диалекте, то есть если там 2 камца вместе, то их шутки между собой вы вряд ли поймете, но если один из Камма, а другой из Индии, например, или из Центрального Тибета, то поймете. Вот, в целом диалекты отличаются очень сильно, как я уже сказала, то есть там другие слова, другие конструкции, они друг друга не понимают реально. Амдосцы и камцы лхасцев еще так более-менее понимают, а лхасцев, камцев и амдосцев нет, за исключением торговцев, бизнесменов, которые ездят и туда, и сюда, поэтому языки знают, диалекты знают. Тибетский простой на самом деле в том плане, что сами слова не меняются. Слова соединяются частицами, и взаимодействие между слов определяется вот этими частицами. То есть 2 основных группы языков. Вот как в русском, например, там меняются окончания слов.
И потому как сами слова меняются, мы понимаем их взаимосвязь. А в тибетском сами слова не меняются, что жизнь намного облегчает. То есть вы вместо 20 вариантов слова, да, со склонениями, с падежами и с прочим, вы учите всего один. Намного проще. Вот, и слова соединяются частицами. Частицы – это наши предлогия, наши союзы, вот такие соединительные части речи. В разговорном их обычно употребляют, в классическом, вот чем сложен классический, тем, что эти частицы очень часто пропускают, в особенности в поэзии. То есть вы знаете все слова, но вот эту взаимосвязь вы не видите, потому что она там только подразумевается. У них считается, чем кратче, тем красивее, то есть вот краткость сестра таланта – это про тибетский в чистом виде, а вот то, что частиц нет, и то, что это особо там новичкам непонятно, вы никого не волнует. Вот, с этим сталкиваешься постоянно, то есть вы знаете все слова, но как их связать – большой вопрос. Если такие вопросы возникают, лучше не придумывать самим, лучше найти все-таки какого-то знающего тибетца и спросить у него. Опять же, не все тибетцы вам могут объяснить какой-то текст, далеко не все, совсем не все. Вот, если там обычному тибетцу, который ничего никогда не учил хармического, показать текст, он не поймет ничего точно так же, как иностранец. Вот, то есть лучше, чтобы это был какой-то деше или какой-то кинпо, который получил хорошее монастырское образование человек. Вот он какой-то текст, причем лучше, чтобы текст был в его традиции. Тогда он этот текст, возможно, сможет объяснить. Вот, а от себя лучше, конечно, ничего не додумывать, потому что это будет... Ну, у нас, к сожалению, многие переводчики так делают, что, наверное, это так. Дай-ка я напишу вот так. Вот, а по факту оказывается совсем другое. Вот, то есть это о частицах. Частиц не так много, их вот порядка где-то 25-30, даже, возможно, меньше. То есть их ограниченное количество. Вот вы выучиваете эти частицы, знаете, что вот эта частица может использоваться в таком-то, таком-то, таком-то значении, и начинаете все это применять. И вот за счет этого эти тексты, вот эти пазлы у вас решаются, у вас складываются. В разговорном все еще проще, потому что просто все это ложится на слух, вы это запоминаете, да, и ассоциативно, и как угодно. И просто за счет, вот, как бы вы свыкаетесь с речью, свыкаетесь с манерой мышления, да, тибетской, это все становится понятно. Логика в тибетском, ну просто вот как образ мышления от западной отличается довольно сильно, но тоже к этому привыкаешь довольно быстро. Вот, собственно. Тибетская письменность считается, что, ну, официальная версия, что ее создал царский министр Томи Сампута примерно в VII веке. Сейчас есть уже множество доказательств, что письменность существовала и раньше, а Томи Сампута ее лишь систематизировал. То есть местность вот Тунхон или Дунхуань, там не так давно нашли множество текстов, которые датируются намного по времени раньше, чем VII век. Вот, и в целом, вот мы когда учились, да, в Тибете в университете, нам учителя объясняли, что письменность она существует очень-очень давно. Знаков препинания минимум в тибетском языке, то есть роль знаков препинания тоже выполняют частицы. Пробелов между слов нет, что тоже немножко необычно, поэтому надо учить слова. Как рекомендуется учить? Обычно, вот кто какие-нибудь языки изучал иностранные, лучший способ – это карточки. То есть либо нарезаете квадратики из плотной бумаги, либо сейчас уже в канцтоварах готовые покупаются очень часто. На одной стороне пишите слово на тибетском, на другой, чтобы его не было видно, на русском, на английском, на каком-нибудь другом вам удобном языке. И вот слов где-то по 20, по 30 вместе делаете такую карточную колоду. Бумага должна быть непрозрачная, чтобы вы не видели, что на обратной стороне. Вот делаете эти карточки, которые можно с собой носить всегда, например, там у вас есть 5 минут, да, свободных, вы их прокрутили где-нибудь в магазине в очереди, например. Вот, и слова у вас держатся в уме. То есть смотрите на слово, что за слово не помните. Перевернули, прочли перевод, поставили в конец. Второе слово. Тоже абсолютно не помните. Перевернули, ага, слово такое, поставили в конец. Так вот прокручиваете, дошли опять до первого слова, уже так чуть-чуть вспоминаете, но не уверенно, что что-то вот там на эту тему. Пока не запомнили, опять ставите в конец. Опять вот так прокручиваете, опять доходите до этого слова, читаете, помните, что, ага, наверное, это вот это. Если уверенно помните, отложили в сторону. Не уверенно помните, опять в конец. И так вот прокручиваете постепенно слова, которые запоминаются, откладываете, те, которые не запоминаются, крутите снова-снова. Вот, и где-то в течение... Первый раз, когда учите где-то 20-30 слов, минут 40, может быть, это займет. И таким образом, без дуплёжки, они у вас запоминаются.
Вот, и потом в течение где-то 2-3 раза в день лучше эти карточки прокручивать, повторять. Когда повторяете, это занимает 5-10 минут, 15, допустим. То есть и слова у вас в голове держатся, благодаря этому вы их не забываете. То есть у вас есть вот эти карточки, вы делаете себе плюс к этому тетрадку со словариком, то есть куда вы записываете слова, лексику именно, и тетрадка как конспект каких-то грамматических конструкций и прочего. Вот это лучше, чтобы было. Домашние задания будут не то чтобы прям на каждом уроке, но часто. И домашние задания лучше делайте, потому что вот насколько вы запоминаете тему, прямая взаимосвязь с тем, насколько вы делаете домашние задания. Я буду стараться давать не очень большие домашние задания, но буду. Потому что на уроке, когда вы находитесь, вам кажется, вы все понимаете. То есть на уроке все просто. А потом надо, чтобы вы все-таки самостоятельно как-то с языком взаимодействовали. Потому что вы сами думали, как вы можете сказать вот это, как вы можете сказать вот это. И вот это именно во время домашней работы вы делаете. Сделали домашнюю работу. Чем раньше вы ее делаете, тем больше вероятность, что я ее успею проверить до урока. То есть время урока на разбор ДЗ, большей частью мы не тратим. Если там ДЗ какое-то сложное, то да, мы его разбираем на уроке. Делаете, фотографируете, отправляете мне в личное сообщение. Да, я проверяю, вам отвечаю. Так, не так, что там вообще как происходит. Обычно так. Не нужно делать ДЗ. Если вы хотите, чтобы я его проверила, то лучше не перед уроком его делать, а все-таки заранее, чтобы у меня было бы на это время. Вот, собственно. Все остальное расскажу по мере занятий. Ассоциации, да, то есть, опять же, запоминание букв, запоминание слов. Лучший способ – это ассоциативный. То есть, на что это слово похоже в русском языке, в каком контексте вы его можете использовать. Причем, чем смешнее, чем бредовее ассоциация, тем лучше мозг ее запоминает. То есть, наш мозг на вот эти вот необычные вещи реагирует намного лучше, чем на какие-то еще. Тоже общеизвестно, да, 3 типа восприятия, да, это визуальный, аудиальный, кинестетический. Визуальный, допустим, когда вы слова прописываете, да, на карточках, на тех же самых, лучше, не то чтобы лучше, но как вариант, делаете это разными цветами, чтобы вот глаза с мозгом бы соотносились, да, и через цвета все это запоминается. Либо там какие-нибудь там визуальные знаки себе ставите. А аудиальные, соответственно, все это прослушиваете, да. Я буду слать аудиофайлы большей частью, да, когда они есть. Вот. И кинестетические, допустим, когда вы пишете рукой, старайтесь вот запоминать эти движения. Лучше слова писать вручную. То есть есть те, кто печатают на компьютере, да, но просто когда вы это прописываете, опять же, мозг все это намного лучше запоминает. Вот, а так или иначе. Сегодня выучим алфавит. Алфавит – это 30 букв. Сначала я все объясню, потом вы его почитаете. С первого раза, понятно, вы все не запоминаете, да, по этому поводу не переживайте. То есть у кого-то получается учить быстрее, у кого-то медленнее. Но будем стараться не очень спешить, это я больше себе говорю. Поначалу можете подсматривать. То есть если сразу 30 букв запомнить трудно, по идее их не трудно запомнить, да, потому что их всего 30, они достаточно простые, вот то, что сейчас на экране. Вот, но если не получается, вот пока что здесь есть вот эта транскрипция, можете смотреть. Этот алфавит тоже можете распечатать, где-то повесить, да, потом, когда будем читать, вполне сначала можете вот какую-то букву, если забываете, отглядывать, то есть ничего страшного в этом нет. Потом это все запоминается в любом случае. А с алфавитом тоже, вот сегодня мы его пройдем, сделайте карточки. То есть на одной стороне тибетская буква, на другой стороне, как она звучит по-русски или по-английски. Вот, собственно, алфавит выглядит вот так. Я в группу присылала. Это картинка из учебника Modern Tibetan. Это двухтомник, хороший довольно двухтомник, я тоже в группу выложу. Здесь есть система определенная в 5 первых строчках. Вот у нас есть вертикальные столбцы, есть горизонтальные линии. Вот первые 5, они подчинены определенной системе. Что за система? По крайней мере, в лхасском диалекте это так. Первая колонка – буквы высокого тона без придыхания. Вторая колонка – высокий тон с придыханием. Здесь вот апостроф, да, как такая черточка стоит, означает придыхание. Третья колонка – низкий тон с небольшим придыханием. Вот черточка внизу означает низкий тон.
И четвертая колонка – нейтральный тон. В то, что касается тонов, в лхасском есть два тона, высокий и низкий. Камские, амдосские диалекты, там тоновой системы нет, они не соблюдают. Там другие нюансы, но туда пока не лезем. Не настолько строго эти тоны или тоны, да, соблюдаются, как в китайском, где 4 тона, и там очень-очень все строго. То есть если вы в лхасском произносите что-нибудь не того тона, вас поймут все равно. Просто если с той интонацией и вот по тону, если это будет правильно, это будет, ну, чуть лучше звучать, так скажем. Но понять вас все равно поймут. Так, буквы. Первая буква К звучит К, К, К. От русской К отличается тем, что мы, когда что-то произносим, мы произносим несколько на выдохе. То есть у нас вот это придыхание, оно автоматом как бы чуть-чуть есть. В тибетском вот буквы первого столбца, там придыхания нет вообще. То есть они его как бы специально убирают немного. К, К, К. Звучит вот так. К означает начало. То есть это первая буква алфавита, да, и по словам она соотносится с началом. Все, скорее всего, услышали слово «кадак», да, как синоним пустотности, то, что изначальная чистота. Вот «к» – начало, «так» – чистый, то есть чистый от начала, чистый изначально. «К» – это вот эта буква. Вторая тоже «к», но с придыханием. «К», «к», «к». Если первая без придыхания вообще «к», то вторая с придыханием. Ха, ха. Не слишком утрированно, да, но это придыхание, оно там есть. Вот это ка означает рот. Либо рот человека, да, животного, либо поверхность чего-то может означать. То есть поверхность моря, например, тоже будет ка такого плана. В тибетском слова в основном короткие, то есть либо это один слог, либо это два слога, чаще всего. Глаголы иногда из трех. Поэтому, опять же, запоминать довольно просто. В плане знаков препинания разделяются между собой вот такими точечками. Точечка называется цек. Разделяют между собой либо слоги, либо слова. Вот, третья тоже к, но низкая. К, к, к. У нас в транскрипции часто ее сразу пишут как га, но обычно все-таки это низкая к. Камцы, амдосцы могут сразу сказать как га, но то, что касается лхасского, это не га, это ка. Га, она становится при определенном сочетании других букв, дойдем чуть позже, то есть с приставкой, например, с надписной и прочее. То есть все вот эти три, это ка, но ка разные. Ка, ха, ка, такого плана. Вот когда вы общаетесь с тибетцами, иногда вы эту разницу слышите, иногда не очень. Еще зависит от того, как человек все это произносит. Тоже по-разному у всех бывает. Вот, но большей частью это слышно. Четвертая буква «на». «На» по тону она нейтральная. Немножко сначала сложный звук для иностранцев. «На» идет от задней стенки горла и изнутри как бы. «На», «на», «на». Такой отчасти носовой, но он не носовой, он именно от задней стенки горла. Чуть-чуть похоже на вот эти инговые окончания в английском, как going, looking, вот чуть-чуть на них похоже. На. То есть здесь не два звука, как здесь написано, нга, это не нга, это на, такой. По тону нейтральное, на означает я, то есть вот я, по крайней мере в разговорном. Ну, в классическом тоже употребляется, но реже. В разговорном я это на, тоже как отдельно взятое слово. Вот, это первая строчка. Затем вторая, та же самая система. Первые три – это ча, но ча разные. Первая ча – высокий тон без придыхания. Ча, ча, ча. То есть придыхание специально чуть-чуть как бы убирается. Второе – это тоже ча, но с придыханием. Ча, ча, ча. Тоже высокий тон. Третья ча – это низкий тон с небольшим придыханием. То есть ча, 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 такого плана. Ча, 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 ча. Вот этот ча – это чай, который пьем, звучит очень похоже. Ча. Четвертая буква ня.
по тону нейтральная, ну, она вот такая не совсем не я с таким ярко выраженным мягким знаком, она вот как русская н-я или там н малюсенький мягкий знак я, ня звучит. Ня это рыба. Тоже вот по ассоциациям, вот ня такая вот она изогнутая, как будто вот рыбка такая, она вся вот такая витиеватая тоже, да. Вот, ня рыба. Третья строчка, та же самая система. Первая, высокий тон без придыхания. Та, та, та. Второе, высокий тон с придыханием. Тоже та, но с придыханием. Та, та, та. Вот слово танка, да, как где божества изображаются, там первая та вот такая. То есть это не совсем тха, да, не до такой степени, но та с придыханием. Та, та, та. Третье, та низкая. Та, та, та. Четвертое, на. На простая буква звучит так же, как в русском, абсолютно тон нейтральный, буква простая. То есть та, 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 на. Четвертая строчка абсолютно то же самое. Первая – высокий тон без придыхания. Вторая – высокий тон с придыханием. Третья – низкий тон с небольшим придыханием. Па, па, па. Второе – па, па, па. Третье – па, па, па. То есть они все па, но разные. Па, ха, па. Четвертое – ма. Ма, опять же, простой звук абсолютно, такой же, как в русском ма. Здесь все просто. И пятая строчка, которая вот в эту систему включается, первая – высокий тон без придыхания. Ца, ца, ца. Второй – высокий тон с придыханием. Ца, ца, ца. И третий – низкий тон с небольшим придыханием. Ца, ца, ца. Такие. Четвертое – ва. Ва, как английское W. Ва. Если посмотрите на пятую строчку и на вторую, они очень-очень похожи, то есть пишутся почти одинаково. Здесь вот они с хвостиками сверху, а во второй строчке они без хвостиков. Вторая строчка – это ча, ча, ча. Пятая строчка – это ца, ца, ца. Можно запоминать, что вот у русской «ц», да, буквы, у нее хвостик вниз есть. То есть видите хвостик, здесь точно так же, значит это «ц». Вот. Какой из них, ну, запоминайте соответственно. Вот, и затем эта система кончается. То есть есть еще 2,5 строчки, и там буквы по тонам, они уже идут в разброс. Здесь, вот если видите внизу черточку, означает низкий тон. Если не видите, то либо нейтральный, либо высокий. Шестая строчка, первая. Ой, это... а можете еще раз последнее предложение повторить? Я просто записываю, ну, в смысле, комментарии я пропустил немножко, писал про вот когда на шестую переходим, что там? Да, с шестой строчки заканчивается система, и буквы идут уже в разброс. То есть, когда низкий тон, здесь вот в транскрипции такая черточка, означает буква низкого тона. Если черточки нет, либо нейтральный тон, либо высокий. В целом так. Ша. Ша низкого тона, нечто среднее между русскими вот, ж и ш, такое, или ж и ша, как правильнее. Вот, ша такая низкая. Камцы амдосы, если что, весь этот низкий тон сразу будут озвучать, то есть у них это будет га, джа, да, ба, за и жа какие-нибудь. Вот, на лухасском это низкий тон обычный. То есть это ка, ча, та, а, ца и ша. Просто вот их, ну, пока что-то не обязательно, может быть, запоминать принципиально, но потом, когда дойдем до приставок, например, там вот этот низкий тон нужно будет выделять, потому что приставки его как раз будут немножко менять по значению. Не суть, дойдем попозже. Ша, ша, ша. Следующее низкое са. Са, са, са. То есть это не за еще, да, хотя там камцы амдосцы могут как за сказать, да, но в лухасском это са, такая низкая. Са, са, са. Вот эта са, она по написанию похожа на вот это ча. То есть ча – это вилка в одну сторону, са – это вилка в другую сторону. И у ча вот черточка внизу идет вниз, у са черточка внизу, она вот так все равно влево-вверх направлена.
Са означает кушать, глагол, вот, ча означает чай. Вот, почему чай в одну сторону, кушать в другую сторону, придумайте сами какие-нибудь ассоциации. В общем, в эту сторону это са, низкая. Третья буква А. В тибетском, вот, хотя у нас А была бы гласной, в тибетском это согласная. В транскрипции написано ха, это не ха, то есть там вот это х чуть-чуть есть на уровне вот этого придыхания, но абсолютно она там не ярко выражена. То есть буква звучит а, такого плана. Низкая а, то есть вот эту ха себе там где-нибудь либо мысленно, либо на конспекте зачеркните просто. То есть вот здесь все эти три, они низкого тона. Ша, са, а. Четвертое я. Тоже я в русском это гласное, в тибетском это согласное. Гласных в тибетском, ну, они называются огласовки, тоже сейчас пойдем чуть позже. Согласное я. Я, вот так же, как в русском я мы произносим, так же и она, нейтрального тона. Я, такая же буква. Затем седьмая, предпоследняя строчка. Вот буква тоже немножко интересно звучит, буква жа. То есть, по сути, это р, да, р, но не как русское такое рычащее р мы произносим, а там оно такое р жужжащее, с оттенком ж. Жа, жа, жа. Одновременно р и ж там как бы присутствуют, р чуть больше. Жа, жа, жа. Буква. Следующая ла. Ла тоже она отличается от русской ла, потому что русская ла, когда мы произносим, у нас ла такое гортанное немножко. А в тибетском ла очень-очень легкий звук, как будто мы говорим ля-ля-ля, вот язык там же находится, но при этом это не ля, это ла, такое ла, ла, ла. Поэтому ла, русский акцент в тибетском вычисляется тут же. То есть если русский говорит по-тибетски и произносит ла, понятно, что он русский. Вот, а не с какой-то там другой страны, например. Следующая буква ша. Вот это ша высокая. Если вот это ша, такая ша, она низкая, то вот это ша высокая. Ша, ша, ша. Мягкая, то есть это не ща все-таки, да, но вот нечто среднее между ща и ша. Ша, ша, ша. Ша означает мясо. И во всех контекстах, то есть и в классическом, там 5 видов мяса в тантре, например, и в тибетской медицине ша – это мышцы, например, и в разговорном это мясо, которое едят, то есть ша – это мясо. Затем са, тоже вот это са, она высокая, вот это са низкая, вот это са высокая. Са, са, са. Са означает земля. Опять же, и в разговорном, и в классическом, то есть, что это почва, по которой мы ходим, что это земля как первый элемент, земля во всех отношениях. И затем последние две буквы, во-первых, это ха, вот слог хун, общеизвестный, в нем коренная вот эта самая ха. Ха, ха, ха. И последнее опять же, супербуддийский слог, в русском была бы гласная, в тибетском это согласная. Вот эти 30. И все. То есть вот эти 30 вы выучиваете, других букв нет. В мантрах иногда и в заимствованных словах бывают так называемые оборотные буквы, их 6, но это как бы не совсем тибетские, что ли, так скажем. Вот. А тибетская письменность настроится вот на этих 30. Они могут быть в разных порядках, там суффиксы, приставки, надписные, подписные, но это все равно вот эти 30. То есть вот вы их запоминаете, и все, и считаете чтение и письменность у вас в кармане, или в руках, или где угодно. В общем, вы ее овладеваете. То есть главное выучить вот эти 30 букв. Вот, а все остальное приложится, если будете учить. Вот, собственно говоря, давайте чуть-чуть попробуем почитаем. Вы, в смысле, почитаете, я вас послушаю. По строчке, например, то есть насколько успеем, и потом пройдем огласовки гласные. Так. Ну вот, Юля, например, будьте добры, да. вот различие произнесите между двумя этими в 6 и 8 строчке. То есть это низкая, а это такая нейтральная, можно сказать. Такого плана. Вот,
собственно. Вот Михаил из Томска, читайте, пожалуйста, первую строчку. К, Х, Мгм. О, Н, Да. Мгм. Давайте вот по две, например. Мгм. Вторую Ча. тоже. Ч, Ч, Ня. Да, хорошо. Угу. Артем. Та. К первая. К высокая такая. Я первый опять. Ага. Ага. К, Угу. К, На, Угу. Ча, 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 Ня. Угу. Так, Олег, please. К, Х, К, На, Угу. Ча, 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 Ня. Угу. Ирина. К, К, ня, на. Угу. Ча, Ча, ня. Все хорошо читают, прям не придерешься. Так, кто у нас есть еще? Кирилл, вот вы читаете, пожалуйста. К, На. Ча, Ча, Ня. Угу. Полина. Ка, ха, ха, га. Они, вот первые три отличаются по тону все штуки, да? То есть первые два высокие, третий низкий. Окей, попробуй еще раз. Пробуйте. Ка, Угу. ка, Угу. га. Угу. Ча, ня. Угу. Да, хорошо. Угу. Так, Сергей. Тоже первые две. С микрофоном включенным. К, Х, К, На, Угу. Ча, Ча, Ня. Да, хорошо. Угу. Дмитрий. Ка, ха, ка, ня. Первое ня вот там внизу. Ага. Ча, ча, ня. Да, тоже замечательно. Наташ. Угу. К, Х, К, На. Ча, Ча, Ня. Угу. Да. Хорошо. Игорь. К, К, На. Угу. Ча, Ча, Ня. Да. Угу. Замечательно. Катерина. Ха, ха, на. Ца, Да, не. Первые две читайте. ча, ня. Ня такое, ня. Ня. Угу. И первую вот вы тоже прочтите. К, Угу. К, К, вторая такая высокая. К. Ха, Угу. Ха, На. Да, на такую. Угу. Так, правильно. Так. Светлана. К, На. Ча, ня. Да, вот принцип все поняли. А по первому разу все прочли первые две строчки? Все, да, я так понимаю. Так, следующие три давайте читаем. Вот третью, четвертую, да. Что? Кто? Кто начинал? Я. Пожалуйста. Та, Ха, Та, На. Угу. Па, Па, Ма. Ца, Ва. Да, прекрасно.
Так, ну, порядок я особо не помню, поэтому давайте так навскидку. Вот Олег. та, та, на, па, ма, ца, ва. Какие все молодцы. Артем. Ага, а можно вопрос вот про первый ряд без придыхания? Это типа как, ну, совсем нету воздуха, что оно очень короткое, что значит без придыхания? Да, задерживаете дыхание, и когда дышать уже не можете, тогда только произносите. Ну, значит, что вот мы, когда в русском говорим, немножко у нас, да, воздух изо рта выходит как бы, а там мы стараемся, чтобы он не выходил. Вот что ли так вот. То есть звук есть, а воздух при этом не выходит. Дышать можно. Окей, сейчас попробую. С третьей же, да, та? Да. Та, та, на. Па, ма. Ца, та, ца, ва. Да, ну принцип понятен, да, ну так и есть, да. Ага, так, хорошо. Кирилл, вы прочли, да, уже? Нет, Нет, еще. тогда читайте. Та, на. Па, ма. Ца, ва. Да, прекрасно. Наташ? Та, на. Па, ма. Ца. Нет, сейчас. Да, Ца, да. ца, ва. Так, все хорошо. Сергей. Та, на. Па, ма. Ца, ва. Да. Дмитрий. Если я вот кого-то или по 2 раза называю, или наоборот пропускаю, вы напоминайте. Та, на. Па, ма. Ца, ва. Да. Так, хорошо. Игорь, вы читали или нет? Нет, прочитаю. Да. Та, на. Па, ма. Ца, ва. Да, прекрасно. Катерина. С микрофоном, да, если что. Та. Да. Она не да, она та низкая просто. Ниже, да, просто? Да. Ага. Та, на. Па, ма. Па такая низкая. Ма. Ца, ца. Нет, они с хвостиками, поэтому они все ца. Ца, ца. Ца. Да, Ва. ца такая низкая. Да, хорошо. Ирина, читали вы? Вторую. Нет. Читайте. Та, на. Па, ма. Ца, ва. Да, прекрасно. Светлана? Та, на. Па, ма. Ца, ва.
Да, хорошо. Мгм. А кто еще не прочел? Все прочли. Я еще не Прекрасно. прочла. Я не Так, прочла. хорошо, да. Ага, читайте. Та, па, та, на, Мгм. па, па, ма, Мгм. ца, ца, ва. Да, замечательно. Мгм. Так, и остается вот у нас 2,5. Давайте теперь их, соответственно. Извините, пожалуйста, вот Да. вопрос. Вот Ага. можно 5-ю строчку еще раз. Вот вторая позиция – это тха, А 5-я строчка, они ца. все ца, которые. Они все ца, то есть Они ца, все... ца, ца, ва. Первые 3 все ца, только разного тона. Спасибо. Ца, 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 ва. Так будут звучать. Так, Олег. 6, 7, 8. Ша, са, па, я. Ша, Жа такое, жа чуть-чуть. Вот Жа. оно. Ага, вот, да. Мгм. ла, Ага. ша, са, Угу. а. Прекрасно. Угу. Кирилл. Ша, са, ха, я. Оно вот там не ха, там такое. Просто низкое. Угу. Я. Ра. Угу. Тоже ра, оно чуть-чуть жужжит, оно такое жа. Угу. Ра. Вот Жа. да. Ага. Ла. Угу. Ша. Са. Угу. Ха. Да, прекрасно. Угу. Сергей. Вот с этой. Ша, са, Угу. а, я, Да. ра, Угу. ла, ша, са. Угу. 2 не вижу последних. Там ха и сейчас я подниму повыше. Угу. Вот. Вот. Ха, Угу. Да, замечательно. Михаил. Шо, со, о, я. Угу. Ра, ра, ла, Угу. та, са, ха, Да. Угу. Светлана. Ша, са, я. Жа, ла, ша, са, ха, Прекрасно. ха, Угу. Да. Наташ. Ша, са, я. Жа, ла, ша, са, ха, Да, замечательно. Угу. Игорь. Игорь. С микрофоном. Ша, са, ха. Вот это тоже, я. это не ха, это такая низкая. Угу. Я. Угу. Жа, ла, ша, са, Угу. а. Первая. Ха такая. Ха, Угу. ха, Угу. а. Да. Все учили, что ли, раньше? Чего все так хорошо читают-то сегодня? Обычно там, перекашивает народ со звуками, а у вас что-то прям прекрасно. не первый заплыв у нас просто. Так, Дмитрий, читайте вы. Вот отсюда. Ша такая низкая. Са, я. Ра, ла, Ла ша, такая, ла. ша, са, Ха. Такая, ха. Вот это вот тут ха есть, тут она нормальная такая. Ха высокая, средняя. Да, хорошо. Катерина. Ша, са, я. Ра, ла, ша, са,
Ха. А. Да, прекрасно. Кто не прочитал еще? Я не читал. Лиз. Угу. Ага. Ша, са, а, я. Угу. Ра, ла, ша, са, ха, а. Да, хорошо. Угу. Так, все прочли, Я да? тоже не читал. Нет. Читайте, еще не читайте. читала. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Угу. Мгм. Ша, Читайте. М? ша, са, а, я, Угу. ра, ла, Жа чуть ша, более жужжащая такая. Жа, жа. жа, Да, 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 жа, да. Ага. ла, ша, са, Ага. а. Да. Угу. И я еще, да, Стас? Да, 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 пожалуйста. Ша, са, а, я, ра, ла, ша, са, Ага. а. Прекрасно. Да. Так, очень хорошо. Вот эти 30 главным образом выучите, то есть делаете карточки, да, к следующему уроку и учите. Потому что на следующем уроке будем всех читать уже в разбивку и без транскрипции. То есть важно, чтобы мозг и глаза у нас в соединении все бы это распознавали именно в разбивку, да, потому что, ну, при чтении они встречаются не по порядку, а как получится. Обязательно, короче говоря, пожалуйста, выучите. Вот сделайте карточки, да, 30 штук, напишите и выучите. Это вполне можно за 3 дня сделать. В день по 10 букв легко. То есть сначала, даже если не выучите идеально, понятно, что не выучите идеально, да, но сначала подглядывайте, но, по крайней мере, да, в какой-то степени их, пожалуйста, запомните, с тем, чтобы можно было на следующем уроке вот эти буквы в разбивку быть читать. Вот. То, что называется огласовками. С огласовками все тоже просто, их всего 4 штуки. Так, сейчас покажу, на экран выведу. Вот, огласовки – это знаки, которые пишутся либо над буквой, либо под буквой. И за счет этого вот гласный звук меняется. По как бы определению в каждую из них входит А. То есть они все К, Ма, Жа, Ла, там на конце А идет. Если над буквой или под буквой мы видим что-нибудь вот такое, значит гласная будет другой. Например, вот у нас А – основная буква. Да? Если над ней или над любой другой мы видим вот такой крючочек, гласная меняется на И. Крючочек сам называется кику, да, пишется вот так вот, такой вот, да. Над любой буквой, если он есть, это будет не А, это будет И. То есть без него это буква А, с крючочком это И. Вторая огласовка. Такой же крючочек, только снизу. Крючочек называется шапчу, означает букву У. Вот сама по себе, опять же, буква А, под ней пишем какой-нибудь крючочек, да, получаем У. Под любой буквой абсолютно. То есть даже если они многоэтажные, там с надписными, с подписными, все равно сверху или снизу что-нибудь такое, то звук будет либо И, либо У. Если вот такая палочка, то это либо Е, либо над разными буквами чуть по-разному звучит. Палочка называется джинбун, меняет звук на либо на Е. Вот сама по себе буква А, опять же, над ней появляется палочка, получаем И последняя, четвертая, вот такая птичка-галочка, наро, птичка орел, да, огласовка О. Тут вот просто, когда будете писать еще, вот левая часть, она короче, чем правая. То есть это не такая совсем как два крыла одинаковые, да, тут одна покороче, другая подлиннее. О, над чем бы мы ее не видели, звук меняется на О. То есть сама по себе буква А, над ней написали наро, получили О. Сейчас я в Word еще покажу, как это выглядит тоже. Так. Ну, есть. Сделаем. Вот у нас, допустим, буква К. Сама по себе она К, да, если мы над ней пишем дегу, получается ки. Сама по себе буква К
под ней пишем У, получаем Ку. Буква К, над ней пишем Е, получаем Ке. К, на Ро, получаем Ко. Над всеми буквами, под всеми буквами так. Какая-нибудь у нас ма буква, например. Сама по себе она ма, над ней ма и Ку, получаем ми, ма, под ней крючочек, получаем му, ма, палочка джинбу, получаем ме, ма, наро, галочка, получаем мо. Абсолютно со всеми. Са, например, буква, да? Са, кику, получаем си, са, шапкю, получаем су, са, джинбу, получаем се, са, наро, получаем со. Над всеми абсолютно вот оно так будет работать. Вот со всеми буквами, со всеми 30. А то, что касается вот этих наших звуков, как, например, я, ю, ю, они все пишутся через букву я. То есть я, допустим, егу, получаем и, то есть там присутствует вот это и краткое в начале. Я, шапкю, получаем ю, я, джинбу, получаем е, я, наро, получаем ю. А если мы все это пишем вот с буквой А, то это у нас будет И, это будет У, это будет и вот это будет О. То есть если нам нужны мягкие, мы их пишем через Я, да, И, Ю, У, да, Е, и Ё, О. То есть мягкие все, где вот есть и краткое, да, там они просто пишутся через букву Я. Вот, и домашнее задание. Домашнее задание самое длинное за весь курс. Вот самое длинное. Сделайте, насколько сможете. То есть в идеале, конечно, сделайте все. Да, если все не получится, то насколько вот хватит сил, столько и сделайте. Из учебника разговорного, это задание к 2-му уроку, я его пришлю, надо написать русские слова тибетскими буквами. То есть там, ну не только русские, там, допустим, куросава какой-нибудь, да, и вот подбираете букву и огласовку. То есть, допустим, ку получаем, да, потом ро получаем, са, допустим, ла получаем, да, или какое-нибудь мороженое получаем, мо, да, ро, ше, не такое ше, но, е. Вот такого плана. То есть вот соотносите звуки, да, и буквы. А вот эти все мороженые, пирожные и прочие с «е» на конце пишите через вот «я», потому что там вот это и краткое присутствует. А между буквами ставьте цеки. То есть вот эти точечки, если вы их не ставите, получается старотибетский. Раньше цеки не писались, и читать это будет сложно. Вот, то есть пишите, насколько сил хватит, столько пишите, там у этих слов порядка 120. Лучше, конечно, все, потому что к концу этих где-то сотни слов у вас уже мозг сам по себе все запомнил, то есть вы уже читать умеете вот эти буквы. Либо, по крайней мере, насколько хватит сил. И написали, сфотографировали, мне прислали. Если будут какие-то вопросы, да, можете писать либо в группу, либо мне в личку, писать, наговаривать, как удобнее. Да? То есть я на эти вопросы всегда отвечаю. Могу не сразу ответить, но рано или поздно отвечу. Если у меня другой урок, например, я сразу не отвечу. Вот, собственно говоря. То есть, да, будут вопросы, пожалуйста, пишите, наговаривайте. На этом на сегодня давайте закончим. Карточки с буквами вот сделайте. сейчас сразу вопросик, да. Извините, Юлия, вот по поводу «с» и огласовка «и». Она «с» не смягчается, да? Она будет «сы» или «си»? «Си». Она такая все равно мягкая будет. «Си». Мягко будет. «Си», да. То есть «и» смягчает, соответственно, гласные. Ну, чаще да. Так скажем. Да. Вот. Скажите, Лосо, да. а домашку куда пришлют или вы где-то... Я выложу в группу, вот в этом учебнике разговорного, то есть я напишу страницу и пришлю фотку того, что нужно сделать. Да. И еще у меня вот есть такой вопрос, я сразу вижу, что у вас шрифт тибетский пишет в Word, вот мне очень хотелось бы как-то настроить тибетский на телефоне и в компьютере, то есть, может быть, это какую-то подтему сделать. В компьютере в шрифтах есть, мне кажется, в любых, то есть, ну вот у меня Windows, да, у меня Microsoft Himalaya называется. Вот в Apple тоже есть во всех уже встроенный. В айфоне тибетские встроенные, в андроидах сейчас не знаю, честно говоря. Если, напишите там, кто и как кому нужно, я пришлю, как устанавливать. Ага.
А Вот. будьте Но добры, домашнее задание лучше пишите от руки, то есть оно и запоминается Понятно, лучше, и пользы от понятно, этого понятно. больше. Мгм. будьте добры, еще поясните относительно 120 слов. Я не очень Да. понял. Это домашнее задание, которое я пришлю. Оно написано в учебнике разговорного, который в группе выложен, страница примерно 11. Я сейчас более внимательно посмотрю на страницу и пришлю конкретно, на какую оно страница. Это домашнее задание ко второму уроку. Там вот написаны русские слова, и их нужно записать, как они звучат, тибетскими буквами. Спасибо. Да, Спасибо. хорошо. Да, вот увидимся, соответственно, на следующем уроке. Спасибо большое. Если кто-то пропускает урок, пишите мне, пожалуйста, заранее, чтобы я знала. А когда будет запись? Вот последний Запись вопрос. будет, но сейчас вот она сконвертируется. Я ее выложу примерно, наверное, через час где-то. Потому что сейчас Спасибо другой большое. урок. Как время будет, выложу. Сегодня днем. Хорошо? Да. Ссылку на Спасибо. запись тоже выставлю. До свидания. Спасибо.